25 июня 1920 года власть ТССР перешла Временному революционному комитету, который управлял республикой до формирования ЦИКа и Совета народных комиссаров. Государственные органы управления были сформированы 20 сентября 2020 года на учредительном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов ТССР. Центральный исполнительный комитет возглавил Бурхан Мансуров. Во главе первого правительства республики встал 26-летний Сахибгари Саидгалиев. Сахибгари Саидгалиев – революционер и политический деятель. Родился в Уфе в 1894 году. Молодость была бурной. Запрещенная литература, работа танцором и декламатором, 2 года на фронтах Первой мировой, революция. Первому правительству ТССР под его руководством пришлось бороться со страшным голодом и засухой в Поволжье. Менее чем через год Саидгалиев был отправлен в отставку и возглавил крымское правительство. Затем он попал в жернова репрессивного аппарата, был расстрелян в 1938 году. И потом появилось правительство во главе с Кашафом Мухтаровым, которому, повторяюсь, 25 лет, и он был медиком, и он знал, как нужно спасать народ. Соответственно, президентом республики стал Рауф Сабиров. Когда его спросили, чем он занимается, он говорит: знаете, меня больше всего интересует урожай картошки, чтобы мой народ не вымер. Со спасением населения республики от вымирания в тисках ужасного голода всегда связывают имя наркома земледелия ТССР Юнуса Валидова. Рассказывают, что в 1921 году Сталин решил отправить эшелон с сахаром в Грузию для производства вин, а нарком земледелия ТССР перенаправил этот эшелон в Казань, тем самым спас тысячи жизней. Сделал, конечно, за взятки, как он честно тогда сам написал, и эту историю ему не простили. В 1924 году Валидов был осужден и расстрелян. Так что, когда мы говорим об отцах-основателях Татарской республики, нужно понимать, что эти люди спасли граждан нашей республики, независимо от национальной принадлежности. Цена вопроса была бы, возможно, что 2/3 населения республики просто умерло, как это произошло с населением автономной Башкирии. Правительство во главе с Кашафом Мухтаровым историки называют правительством реформаторов. Они не только победили голод и эпидемии, при них началось поступательное развитие экономики и модернизация сельского хозяйства. Им в достаточно сжатые сроки удалось наладить, отрегулировать и финансовую систему, стабилизировать экономическое развитие. Уже к 2025 году почти были достигнуты показатели 13-го довоенного года. И это говорит о большом успехе. Одним из убежденных защитников автономных прав Татарии был в то время нарком финансов Александр Гордеев. В условиях недостаточного финансирования нужд республики он предлагал развивать собственную налоговую деятельность, вводить республиканские пошлины и требовать пособия от центральных властей на покрытие бюджетного дефицита. Руководитель наркомата финансов Гордеев, русский человек по национальности, он очень горячо отстаивал право на бюджетную самостоятельность Татар-республики от центра. Это прямо вот можно сравнить, предположим, с позиции наших руководителей 90-х годов и нынешних, когда горячо отстаивают интересы, именно экономические интересы республики. Совнарком под руководством Мухтарова с высоты столетия историки называют и национал-коммунистическим. По всей стране закрывались и взрывались храмы, а в республике на полулегальном положении, но работали мечети и церкви, а в Раифском монастыре действовала даже Казанская духовная академия. Кашаф Мухтаров – это очень интересный человек. Он спортсмен, подготовленный во всех отношениях человек. Он вот один из тех, а может быть и главной фигуры того, что татарский язык действительно стал государственным языком. В 1929 году Кашаф Мухтаров был арестован и переговорен к расстрелу с заменой на 10 лет лишения свободы. Повторно судим в 1937 году, расстрелян в Карельской АССР в конце октября 1937 года. К концу 20-х годов во всех основных отраслях республики был восстановлен довоенный уровень производства, строились новые предприятия и электростанции. В эпоху НЭПа Совнарком ТССР возглавляли Хаджи Габидуллин и Каримулла Исмаев, один из признанных экономистов того времени. Исмаев был одним из основателей Таткооперации, блестящим организатором, успешным хозяйственником, прекрасно владел русским языком. И надо сказать, что при его непосредственном участии были заложены основные заводы и фабрики Татарстана в этот период. Среди ярких и главных достижений это создание энергетической базы с строительством ТЭЦ-1,
Это было современное предприятие, оно строилось в кооперации вместе с советскими и зарубежными фирмами. В 30-е и 40-е вся республика стала одной большой стройкой. У руля экономических процессов ТАССР стояли первый секретарь татарского обкома ВКПБ Альфред Лепа и председатель Совнаркома Киям Абрамов. В 1935 году за выдающиеся успехи в руководстве народным хозяйством Киям Алимбекович был награжден орденом Ленина. Это очень большая государственная награда, награда номер 1 была в тот период. Республика успешно развивалась и превратилась, по сути, из аграрного, из чисто аграрного региона, которым она являлась до этого, в такой аграрно-индустриальный регион. Потому что за период этих первых пятилеток более 100 промышленных предприятий были построены или реконструированы. Татарская автономия по многим экономическим показателям вышла в передовые регионы Советского Союза. Но никакие заслуги не смогли спасти жизни многих руководителей ТАССР, председателя СНК и ТАТСИК, отстаивавших интересы республики в высоких кабинетах, справедливо ссылаясь на большой социально-экономический потенциал Татарстана. В конце 30-х годов были причислены к врагам народа и погибли многие руководители ТАССР. Саид Галеев, Мухтаров, Габидуллин, Абрамов, наркомы и руководители районов и предприятий. Единственным руководителем ТАССР, который выжил в годы большого террора, был Каримулла Исмаев. Светлана Спирина, Андрей Кузьмин, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.